Ну и, ребята, раз уж мы готовим перепелку, давайте расскажем нашим зрителям, почему она полезна. И, кстати, во многих ресторанах все-таки она имеет место быть в меню. Она должна быть в меню, потому что это полезно. Яйца перепелки очень полезны для зрения. Опять же, это миниатюрно, это красиво. Здравствуйте, дорогие телезрители и сянмес. Это программа «Секреты татарской кухни». И сегодняшний выпуск пройдет в необычном формате. Сегодня вместе с нами два профессионала. Повара ресторанного комплекса «Театр национальной кухни» Ильгиз Галиев и Адель Гильмуддинов. Здравствуйте, ребята. Привет, Руслан. И сянмесес. Ребят, сегодня вы покажете все свое мастерство. Сегодня вы будете бороться за звание «Я готовлю лучше, чем Руслан». Именно. Сегодня Ильгизу и Аделю предстоит два кулинарных раунда. Из практически одинакового набора продуктов они должны приготовить по два авторских блюда – салат и горячее. Первый раунд – это салат, основным ингредиентом которого будет свекла. Помимо нее у нас на столе имеются еще и морковь, огурцы и зелень. Ну и, конечно, фантазия поваров. Мой салат, он состоит из двух корнеплодов. Это морковь и свекла. Оба в отварном виде. Заправлять будем немножко необычно, с малиновым соусом. Вот, сбрызнем лимонным соком, замешаем с листьями салата, и должно получиться свежо и ярко. Ильгиз Галиев – бренд-шеф-повар ресторанного комплекса «Театр национальной кухни». Родился в Узбекистане в городе Ташкент. Окончил Ташкентский кулинарный техникум. В 2002 году переехал с семьей в Татарстан, где окончил Казанский кооперативный институт. Является одним из учредителей гильдии поваров Республики Татарстан. Адель, расскажи, пожалуйста, чем ваш салат и ваш конкретный рецепт отличается от рецепта Ильгиза? В моем салате используется огурец и лимонная заправка. Адель Гильмуддинов – повар ресторанного комплекса «Театр национальной кухни». Родился в Казани. В 2016 году окончил Казанский торгово-экономический техникум. Во время учебы принимал участие в чемпионате WorldSkills. Компетенции – поварское дело. В профессии уже 7 лет. Ильгиз, а почему свекла? Почему свекла? Потому что по поводу свеклы в кулинарии, к сожалению, очень много стереотипов. И Свекла только один салат, винегрет? Да, нет, еще есть с майонезом и с чесноком, с черносливом. Ну да, вот да. у людей вот эти стереотипы, ну и плюс борщ. Вот. Сегодня мы хотим показать, что свекла – это такой многогранный продукт. У него очень много вариаций, куда его можно использовать. Свекла – это овощная культура родом из Средиземноморья. Удивительно, но в древности в пищу шли лишь ее крупные мясистые листья. В чем польза свеклы? Прежде всего, свекла – это клетчатка, необходимая для здорового пищеварения сердца и сосудов. Несмотря на высокую питательность, свекла – продукт диетический. Ее калорийность составляет 42 килокалории на 100 граммов. Кстати, только в этом овоще есть уникальное вещество – бетаин, благотворно влияющее на печень и помогающее белкам лучше усваиваться. Адель, ваш самый любимый соус, Адель? Так как я люблю острое, я предпочту перечный соус. Подходит больше всего к мясным салатам. Ваш любимый соус? Мой любимый – это винегрет. Это классический соус, в основе которого лежат масло и кислота. И из этой базы мы можем делать разные вариации. Сама суть – это кислинка и маслянистость. Вот это соус классический винегрет. Просто все называют винегретом салат, но на самом деле винегрет – все пошло от соуса. И вы ее сегодня будете использовать? Да, кислота у нас будет присутствовать. В соусе будет присутствовать сладкий аромат малины и масла. Что делаем дальше? Ильгиз, конкретно про морковь. Почему такие большие кусочки и насколько это сочетается все? Сочетаться будет стопроцентно. Почему такие большие? Потому что, ну, лично мое мнение, в салате продукт должен быть крупными кусками. Но ведь вареную морковь не каждый любит. Вот я, например, в том числе. Так вот, этим блюдом мы сломаем этот стереотип. Адель, что у тебя происходит? Расскажи. Я начинаю заправлять наш салат. Масло, соль, перец и главное – это сок лимона. Адель, скажи, пожалуйста, вот ваш салат, он больше с каким вторым основным блюдом сочетается? С рыбой или
с мясом? Ну, больше всего, я думаю, с рыбой. Эльгиз, расскажите, что у нас сейчас происходит? Да, малиновое варенье мы смешиваем с маслом. Масло нужно наливать тонкой струйкой, чтобы равномерно распределилась эмульсия. И далее мы будем добавлять уже сок лимона. Не слишком ли много масла? Нет, мы сейчас все размешаем до однородной массы. Потому что малина имеет свойство опускаться вниз, масло наверх. Адель, в чем преимущество вашего салата в отношении салата Эльгиза? Он более легкий, более свежий и более аппетитнее. Можно назвать этот салат фитнес-салатом, как сейчас модно говорить? Ну, с добавлением свеклы, я думаю, да, возможно. Эльгиз, ваш салат мы можем назвать фитнес-салатом? Да, с полной уверенностью. Но ведь главная задача, Эльгиз, Адель, вы согласитесь, как профессионалы, это не только ингредиенты, да, и соус, а ведь подача. Подача. Итак, как мы подаем салат, в каких блюдах? Так как у меня салат воздушный, я выбрал глубокую тарелку. Эльгиз, покажите ваше блюдо. А у меня будет такая плоская овальная посуда. Мой салат будет идеально сочетаться с цветом посуды. Ну и форма дополнит форму овощей. Итак, финальный этап приготовления салатов. Адель, у вас все готово? Да, мой салат уже готов. Вот такая оригинальная подача салата от Адели Гильмуддинова. Называется он? Салат со свеклой, свежими огурцами и салатом микс. Салат со свеклой и свежими огурцами от повара Аделя Гильмуддинова. Вареную свеклу и свежий огурец нарезали крупными кубиками. В глубокой посуде смешали подготовленные овощи и листья салата микс. Приправили солью, перцем, растительным маслом, соком лимона и хорошенько перемешали. Спасибо большое. Эльгиз, у вас на каком этапе? У меня все уже на финишной прямой. Что, это пастила? Нет, Позвольте. это позволю. Попробуй даже. Это свекла? Это свекла. Что мы сделали? Мы взяли отварную свеклу, соединили ее с сахаром, пюрировали блендером, расстелили тонко на пергаментную бумагу и высушили в течение 2 дней. И получается вот такая бумага. Очень, кстати, вкусно. И в конце мы добавляем Соус? мой салат готов. Это зеленое масло из зелени. Салат из корнеплодов в малиновой заправке от шеф-повара Ильгиза Галиева. Отдельно приготовили соус. Для этого смешали малиновое варенье, растительное масло и сок половинки лимона. Вареную свеклу и морковь нарезали крупными кусочками. В глубокой посуде смешали овощи, листья салата микс и приправили приготовленным соусом. Салат выложили на тарелку, украсили свекольными чипсами и полили зеленым маслом. Итак, дорогие друзья, что у нас получилось? 2 профессионала приготовили 2 салата с одинаковыми ингредиентами, но при разной подаче и с разными соусами. Ну что ж, а прямо сейчас остается определить, кто же из вас больше удивит меня вкусовыми качествами своего салата. И прежде всего, ребят, мы начинаем с чего? С подачи. Эльгиз, конечно же, и зрители со мной согласятся, подача вашего салата намного выигрышнее. Ну, Адель, вы согласны, что не только подача, но и вкусовые качества салата решают итоги нашей битвы. Итак, внимание, пробуем салат от Адели Гильмуддиновой. Просто свекла. И лимон. Даже тут ничего не скажешь. Адель, на самом деле, салат, вот честно скажу, меня ничем не удивил, но прекрасное сочетание огурца и свеклы дает результат какой? Это розовый огурец. Розовый огурец, смотрите на ТВ в 11:30 каждую неделю. Адель, большое спасибо, но окончательную оценку вашему салату я дам после того, как попробую салат Эльгиза, который, кстати, вы не заметили, тихонечко добавил двойную порцию соуса для того, чтобы погореть Твое сердце. мое сердце. Ну что ж, самое главное, я очень хотел попробовать отварную морковь, которая должна покорить
Должна моих сломать вкусовых качеств. стереотип. Внимание. Барабанная дробь. Салатом выпустить. Ильгиз, честно скажу, в такой подаче отварную морковь и в таком сочетании я никогда не пробовал. Очень вкусно. И морковь по вкусовым качествам мне напоминает даже, кстати, отварную тыкву. Но отдельно хочется отметить, что ваш салат, он похож даже на десерт, понимаете? Ну а сейчас мы подведем итоги первого раунда. Оба салата меня покорили. Во-первых, я никогда такого не пробовал, сочетание, да? Но секретный ингредиент под названием свекольная пастила сделал свое дело, поэтому 1-0 в пользу Ильгиза. Дорогие друзья, ну а сейчас рекламная пауза на канале ТНВ, после которой нас ждет второй раунд, и, Адель, у вас есть шанс сравняться с Ильгизом. Обязательно это сделаем. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас необычайный выпуск. Сегодня два профессионала борются за звание «Я готовлю лучше, чем Руслан». Это Ильгиз Галиев и Адель Гильмуддинов. Ребят, спасибо большое, что вы сегодня с нами. В первой части программы они приготовили очень оригинальный и, на мой взгляд, простой салат, в котором победил, кстати, в этом раунде Ильгиз 1-0. Мы вас поздравляем. Ну а сейчас, Адель, у тебя есть возможность сравняться. Будем рвать. Будем рвать, метать и готовить. Во втором раунде нашим поварам предстоит приготовить основное блюдо. Его основной ингредиент – перепелка. Способ приготовления и рецепт наши участники выбирают сами. Для гарнира повара могут использовать на выбор лапшу, овощи нескольких видов, зелень, сливки, масло и специи. Итак, мы начинаем готовить перепелку на основное блюдо. Прошу. Приступаем. Отварим лапшу. Опять же, мы сейчас будем ломать стереотипы, потому что лапша у всех привычка это в супе. Да. А мы это сделаем в сухом Как гарнир. виде, да, как гарнир. Обжарим ее с овощами. Так, прошу. Адель, расскажите ваши секреты приготовления перепелки. У меня, в принципе, все легко и просто. Это берем цукини, перец, морковь. Это гарнир. Да, гарнир обжариваем на сковородке в масле. Перепелку, то есть я полю, горелкой дам колер и потом буду запекать в печке. Ильгиз, а вы как будете готовить перепелку? Я нарежу ее вдоль пополам Прошу. на две половины. Ну и, ребята, раз уж мы готовим перепелку, давайте расскажем нашим зрителям, почему она полезна. И, кстати, во многих ресторанах все-таки она имеет место быть в меню. Она должна быть в меню, потому что это полезно. Яйца перепелки очень полезны для зрения. Опять же, это миниатюрно, это красиво. Перепелка – птица, принадлежащая к семейству фазановых, входящему в отряд курообразных. Весит перепелка 100-130 грамм, при длине тела около 18 сантиметров. Мясо перепелки насыщено разнообразными питательными веществами. Оно укрепляет иммунную систему, восстанавливает обмен веществ, поднимает уровень гемоглобина, нормализует артериальное давление и укрепляет кости и зубы. По вкусовым, питательным и диетическим качествам мясо перепелки превосходит даже крольчатину и говядину. Адель, что делаете, расскажите. Я разрезал нашу перепелку. В данный момент сейчас займусь овощами и в дальнейшем буду обжаривать. При этом мы ее посыпали солью. Так, ну а пока Адель зажигает на нашей студии, Ильгиз. Лапша у нас отварилась. Ага. Перекладываем ее в миску. Что за хитрый рецепт? Ну, сейчас этим способом пользуются все повара. Ну, для чего мы используем эту горелку? Придаем нашей перепелке насыщенный колер, удаляем лишние перья и придаем копченый аромат. Дальше что делаем с ней? Дальше ставим в печь. Так, отправляйте в печь. Ильгиз, у нас что происходит сейчас? После того, как лапша отварилась, мы добавляем немножко растительного масла, чтобы она не слиплась между собой, а была такая рассыпчатая. Вот далее мы будем обжаривать тоже перепелку, но уже на сковороде На растительном масле. и на топленом масле. Почему на топленом? Потому что ароматика топленого масла лишний раз подчеркивает вкус перепелки, ну и добавляет татарский колорит.
перепелка обжарилась, теперь отправляем ее в печь. Ну и хотел бы узнать про гарнир. Адель, почему именно такое сочетание овощей? Полезно и вкусно. Особенно с перепелкой. Эльгиз, ваше мнение? Ну, во-первых, гармония цвета. Будет такой баланс. Во-вторых, здесь 3 текстуры. Одна мягкая, другая плотная и одна хрустящая. Моя нарезка будет по форме жульен. Есть такая французская нарезка. Это тонкая соломка, чтобы овощи не обжаривались очень долго, а быстро. И тем самым они сохраняют свои полезные вкусовые качества. И вот этот хруст, который испанцы называют альденте. Нам вот это и нужно добиться. Эльгиз, скажи, пожалуйста, вот насколько гарнир вообще решает приготовление блюда? Насколько он важен? Потому как соус. Ведь соус реально решает все. Нет, соус не решает все. Это тоже такой стереотип. Это мне Адель сказал. В блюде каждый элемент очень важен. Просто часть берет на себя соус, часть берет на себя гарнир. Эльгиз, а есть ли секреты во время обжарки овощей? Если мы хотим добиться яркого цвета и вот этого хруста овощей, то это высокая температура и очень быстрая обжарка. Соответственно, все нужно интенсивно постоянно мешать, чтобы не пригорало. Тогда мы добьемся того же цвета, который есть у овощей, он не будет блеклым, и овощ не потеряет своей целостности, он будет таким же, как и есть. Он будет с хрустинкой. Ну, ребят, я позволю вмешаться в процесс обжарки овощей. Мне кажется, вот по цвету все уже готово. Или что-то еще добавляем? Буду добавлять сливки и тушить в сливках. А мне осталось добавить лапшу. На обжарку нашего гарнира ушло чуть более минуты, да, чуть больше минуты. Все готово. Ребят, самый основной, самый красивый момент – это подача. Какие используем блюда, так скажем, да? Какую посуду? На это блюдо мы будем использовать крафтовую посуду. У меня такая глубокая. У меня более плоская. Вновь различия. Да. Для начала на тарелку мы выкладываем наши овощи, за которые мы протушили в сливках. Эльгиз, есть ли у вас секретный момент под именно распределение гарнира на блюде? Нет, у каждого блюда своя позиция гарнира. Он может быть в центре, он может быть в 3 местах, он был в 2 местах. Сегодня в 2 местах. А между тем Адель вновь зажигает на нашей кухне. Почему вы вновь делаете этот процесс? Придают цвет нашей перепелке. Ильис, я так понимаю, у вас уже все готово. Да, осталось полить соусом, Прошу. и блюдо готово. Что это за соус? Соус очень прост и очень универсален. Это прогретые сливки, чуть-чуть подсоленные. Сейчас Адель подаст мне зеленое масло. Расскажите секреты зеленого соуса. Это масло и 2 вида зелени, укроп и петрушка. Добавляем его в сливки. Перемешиваем. Чуть-чуть перемешиваем. Вот они, секреты подачи красивых блюд. Кулинарная живопись сегодня у нас на столе присутствует как справа, так и слева. Ну и сейчас очень трепетный момент для наших поваров и очень вкусный момент для меня. Я буду пробовать. Итак, Ильгиз, я хочу начать с вашего блюда. Приятного аппетита. Спасибо большое. Перепелка с гарниром из лапши с овощами от шеф-повара Ильгиза Галиева. Перепелку разрезали на половинки, приправили солью и перцем, обжарили на топленом масле и отправили запекаться в духовку на 20-30 минут. Для соуса нагрели жирные сливки, добавили зеленое масло и немного посолили. Для гарнира цукини, болгарский перец и морковь нарезали тонкой соломкой, обжарили на растительном масле и добавили отваренную домашнюю лапшу. На тарелку выложили гарнир, сверху половинки перепелки и полили приготовленным соусом. Буквально через мгновение я скажу свое мнение про вкусовые качества, но про подачу тоже отдельно отмечу.
добавление таких ярких овощей в лапшу придает этому блюду очень оригинальный и выигрышный цвет. А сейчас перепелка, специальный соус и чуть-чуть просто. Удивил. Очень вкусно, очень сочная получилась у нас перепелочка. Очень нежный сливочный вкус, ну и лапша очень удачно сочетается в этом блюде. И, кстати, вот, именно мясо перепелки мне напоминает чем-то вот утку. Большое спасибо. Очень вкусно, Евгений. Молодец. Спасибо. Молодец. Адель, Да. напоминаю, счет 1-0. Блюдо Ильгиза мне очень понравилось. Ты попробуй мое. Перепелка с гарниром из тушеных в сливках овощей. От повара Адели Гельмуддинова. Перепелку разрезали на половинки, приправили солью и перцем, опалили при помощи газовой горелки и отправили запекаться в духовку на 20-30 минут. Для гарнира цукини, болгарский перец и морковь нарезали кубиками, обжарили на растительном масле, добавили жирные сливки и приправили солью. На тарелку выложили подготовленный гарнир, сверху порубленную на четвертинки перепелку. Также отмечу подачу. Именно в такой подаче, мне кажется, перепелка, она более выигрышно смотрится. Особенно вот эти вот ножки, которые приподняты наверх. Поэтому здесь уже дополнительный балл. Ну что ж, барабанная дробь. Будем пробовать сначала перепелку. Такое ощущение, что ешь шашлык. Обработка горелкой дало свой результат. Перепелка действительно обладает вкусом мяса, приготовленного на гриле, что действительно дает особый приятный и очень вкусный аромат. Ну и хочется попробовать гарнир. Гарнир тоже очень вкусный. И хочется отметить, что вроде бы обычные овощи, прожаренные на обычных сливках, но все это дает очень красивый и, самое главное, вкусный результат. Большое спасибо, Адель, прошу. Итак, подведем итог основного блюда. Ильгиз, красивая подача, сочно, оригинальная фишка с лапшой и овощами, но использование газовой горелки придало блюду Аделя свой неповторимый вкус и цвет в том числе. Поэтому, ребят, на мой вкус, в этом раунде заслуженная и уверенная победа Аделя. 1-1 получился общий итог. Дорогие телезрители, на этом наш кулинарный поединок, кулинарный баттл, который, кстати, был впервые на нашей кухне, подошел к концу. Поверьте, было очень вкусно. Ребят, вы настоящий профессионал своего дела. Дорогие ребята, вам кулинарного вдохновения, новых кулинарных побед. А вам напоминаю, смотрите нас на канале ТНВ каждое воскресенье и не только. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.